Тенев Аким Шамилевич. Родился в городе Якутск, Республика Саха-Якутия, Россия. Проживал по адресу Халтурина 9, получил. Закончил 9 классов. Вот это было в интернете, агитация. Потому что сначала же не брали, кто отбывал наказание, потом сказали, можно всем идти, контракт только на год заключается, то, что будут сниматься все судимости, будет зарплата, будут все соцвыплаты, все будет вот это вот обманули. За первые полгода платили только зарплату отчасти 40 тысяч рублей, за остальное не заплатили. Кому-то выплатили, кому-то часть выплатили, а вот кому-то, как и мне, вообще не выплатили. До февраля месяца задачи были только сидеть в обороне, в окопах, боевое дежурство. С февраля месяца начали отправлять во внештатные штурма. Сказали, нужно помогать. До нас ходили штатные штурмовики. Это 394-й полк, штурм Z. Это морская пехота заходила, но они не справлялись. И 60-й полк, который рядом с нами стоит, тоже заходил, но тоже не справлялись. Ну, они тоже пехота, но тоже отправляли в штурма их. Ну и так задачи выполнены не были. Я, в общем, ходил 5 раз. 2 раза просто не мог дойти. 2 раза мы вот перед самыми позициями вашими в отказ ходили. То, что мы говорим, мы не пойдем, там артиллерия, и то, что уже там наши первые, кто ходили, 200-е сразу еще не дошли даже. И вот 5-й раз мы заходили через поле, почти километр до ваших позиций. Перед нами, вот 5-й раз, когда перед нами нас сказали, нам уже зашли, то, что какая-то другая группа, они закрепились, вам нужно просто пойти их поменять. Когда мы подошли, еще сказали позывной нам, Анон, то, что это вот позывной кричите, пацаны вам откликнутся. Мы кричали, мы подошли, и ваши сразу начали по нам стрелять. Мы кричали позывной Анон и говорили, это свои. Нам сказали, ложите оружие. Мы оружие отдали. 3 человека сдались в плен, это первая группа, из нашего подразделения. Вторая группа потом следом пошла и их убила. 3-я группа не пошла. Отправляют пушечным мясом. Разведка боя в основном. Они обещают подмогу постоянно, но нету ничего. Отправляют через открытые поля, где все пристрелено у ваших. По одной и той же трассе могут в день по 3-4 раза гнать. Нам приказом уже сказали, если побежите обратно, вас будут расстреливать. Это сказал командир полка перед заданием. У нас была такая вводная. Командир полка позывной Метис. Он из старшей 3 наших групп, скажем так, штурмовых, был Витязь позывной. И Метис Витязю сказал, что чтобы кто побежит назад, расстреливать. Он то сказал так точно, Витязь. Отказников нет немного. 500-й вот в нашей роте мы только приехали, в конце августа, в сентябре уже был 500-й, его поймали только через полгода. Из соседних подразделениях тоже я слышал, что 60-й полк там тоже, мало, пару человек уходило с позиции прям с оружием. Да, понимают, все боятся в основном трибунала военного. У нас еще, если где-то отказаться, еще как-то не факт, что тебя там преследуют, можно отпетлять. А штурм Z сразу расстрел, если, допустим, если скажут нашим 2 дня держаться надо, а они день продержатся и уйдут, скажут, там воды нету, им может еще с косуху, покричать могут. А если штурм Z выйдет до приказа, даже если он один остался из всех, если даже у него воды, ему сказали 3 дня сидеть, а он там сидит 4-й, 5-й день, он выйдет, его расстреляют. Алкоголь систематический, наркотики тоже. Если ВПшником не попался военной полиции, то тебе ничего не будет, даже если тебя командир спалит. Я относился более-менее, просто я знаю, что они трусы, они не могут начальству, полковнику сказать, что вот эти штурма, это пушечное мясо, это что людей ложат пачками. У нас за эти, получается, 2,5 месяца, половина уже полегло 300-ми, 200-ми. У нас был каждый взвод по 30 человек. Сейчас у нас взвод по 10 человек. И то сейчас у нас даже в одном
с роты даже 30 нету человек. 20 там максимум. Потому что нам говорят, в плен нельзя сдаваться, вас будут кастрировать, вам будут запенивать все дырки подпенные, монтажные, то, что, короче, кто бы вы ни был, в плен сдаваться нельзя. Ну, почти то же самое, что и Вагнеру они говорили, что и что МЗ говорят. Что МЗ вообще говорят, вы сдадитесь, обменивать не будем, даже если выживете. Ну, потому что с надеждой выжить, они нас пушечным мясом пустили. А пацаны нас как бы не стали, ну, на мушу мы когда сказали, мы сдаемся, ну, оружие выжить и все, как бы не стали. Ну, как бы есть надежда хотя бы живым остаться, что. Ну, я знаю всех 200-х, которых не могут вытащить, и всех без вести пропавшие. Они даже не говорят, что 200. А за плен, ну, могут специально сказать, чтобы там, допустим, чтобы зарплату не платить, потому что военнопленным тоже положено зарплата. Или они думают, да вот их взяли, сейчас выпутают, их убьют, допустим, можно не вписывать в нее. То бишь то, что их там обвиняют, вряд ли. Украинская артиллерия, ну, сильно, точно бьет, сильно бьет. И вот с птичками есть взаимосвязь, как бы есть, ну, совместно грамотно работают. Если наши там бьют непонятно куда, там лишь бы куда-нибудь ударить, то ваши очень грамотно в паре работают. Ну, как бы видно то, что обученные военные, а не то, что наши.